понять, что такое ипохондрия, надо понимать, от чего же, собственно, страдает ипохондрик. Ипохондрик страдает от повторяющихся тревожных мыслей по поводу наличия какого-либо заболевания. Ипохондрия может быть легкой в виде проходящих приступов или тяжелой, хронической. Все зависит от влияния на функционирование человека и его качество жизни. Хочу отметить, что большинство людей периодически испытывают приступы ипохондрии, когда чувствуют неприятные симптомы или ощущения в своем теле. Но это вполне нормально. Тревожные размышления о болезнях становятся проблемой тогда, когда сама тревога, во-первых, несопоставима степени истинного медицинского риска, во-вторых, вызывает большие страдания и, в-третьих, значительно ухудшает качество жизни. Чтобы было более понятно, я приведу некий собирательный образ пациентки Н. Предположим, ей 25 лет, она мать двоих детей, домохозяйка, медсестра по образованию, по специальности не работала. После рождения второго ребенка ипохондрия стала невыносимой. Любые симптомы, будь то головная боль, повышенная температура или незначительное высыпание на коже, тревожит ее, и тогда она не может сосредоточиться на чем бы то ни было. На протяжении последних 5 лет при появлении какого-либо дискомфорта сразу посещает лечащего врача и требует полного обследования. Обошла все частные клиники в городе. После заверений того или иного врача, что повода для беспокойств не выявлено, успокаивается, но ненадолго. Часто сидит на медицинских сайтах и пытается понять свои симптомы, поставить или исключить тот или иной диагноз. Даже периодически бывает, что подозревает развитие какого-либо онкологического заболевания. Социальные отношения также очень осложняются ее тревогами, так как она много говорит о своих болезнях, и это на самом деле мало кому интересно выслушивать. Она знает, что такое ипохондрия, и понимает, к чему клонят врачи. Тем не менее, она не может контролировать тревожные мысли о болезнях. Часто бывает, конечно, и обратная ситуация, когда человек страдает от тревоги о здоровье, но не ходит к врачам. Специально пропускает профилактические осмотры, та же флюорография, потому что человек слишком боится возможных результатов. Я хочу, чтобы было понятно, что люди с тяжелой формой ипохондрии могут вести себя совершенно по-разному. Кто-то может из клиник не вылазить, а кто-то намеренно игнорировать любое посещение медицинских учреждений. Но в любом случае их объединяют чрезмерные размышления и страхи по поводу скрытых у них серьезных болезней. Подобная озабоченность собственным здоровьем в итоге приводит к серьезному ухудшению качества жизни. Тревога в отношении здоровья может возникать в любом возрасте. Пациентам с ипохондрией на самом деле не позавидуешь, потому что, сталкиваясь с врачами, одни врачи расстраиваются от того, что не способны им помочь, а другие в то же время действуют несколько агрессивно, потому что не учитывают их тревогу и считают просто навязчивыми пациентами. Из-за многочисленных консультаций и исследований, проводящихся с целью исключить какое-либо заболевание, ипохондрия обходится весьма недешево самому пациенту или членам его семьи. Для людей с ипохондрией медицинские оценки и обследования часто не имеют никакого эффекта, кроме временного облегчения. Желание получить подтверждение своего здоровья может стать ловушкой, так как возникает такая некая зависимость от мнения врачей. Надо понимать, что помимо изнуряющей борьбы со своей тревогой, пациентов с тяжелой ипохондрией часто мучает ощущение безнадежности и того, что их проблемы не воспринимаются всерьез. На сегодняшний день наиболее изученным и наиболее эффективным подходом в лечении ипохондрии является когнитивно-поведенческая психотерапия. Психообразовательные подходы также показали свою эффективность, но, конечно же, нужно понимать, что это эффективно и адекватно только в случаях легкой, неосложненной тревоги. При изучении эффективности психофармакотерапии в лечении ипохондрии была доказана эффективность антидепрессантов группы СОЗС, селективных ингибиторов обратного захвата серотонина. Если
мы говорим о психотерапии, то основной тезис, пожалуй, в том, что наши страдания обусловлены избеганием внутреннего опыта, неких мыслей, эмоций, ощущений. Избегание неприятного внутреннего опыта приводит к своеобразной ловушке, связанной с особенностью протекания наших психических процессов. Чем сильнее мы пытаемся избавиться от чего-то, от каких-то мыслей, от каких-то эмоций, от каких-то ощущений, тем сильнее оно разворачивается. Поэтому одной из целей лечения становится научение открытости этому, хоть и неприятному, но все же внутреннему опыту.